Сегодня в Чечне при неясных обстоятельствах разбился российский бомбардировщик Су-25. В Министерстве обороны говорят, что всему виной техническая неисправность, но какая именно и почему она возникла, на эти вопросы официальных ответов пока нет. Но в то же время источники в военном штабе в Моздоке сообщили ТАР-ТАСС, что самолет обстреляли чеченцы. И, как заявляют сами боевики, Су-25 был сбит над Шатойским районом Чечни. По их словам, та же участь постигла и 2 вертолета, посланных на поиски пилота-бомбардировщика. Эта информация косвенно подтверждает официальные сообщения о том, что летчику удалось спастись. Он успел катапультироваться. Теперь судьба этого человека зависит от того, кто первым его найдет – боевики или федералы. Для другого российского летчика, пилота-штурмовика Су-24, сбитого в Чечне в начале октября, дорога домой затянулась на месяцы. Первый самолет, штурмовик Су-25, российские ВВС потеряли 9 сентября в Буйнакском районе Дагестана. Причина падения штурмовика, как утверждают военные, разгерметизация топливных систем. Летчик был вынужден катапультироваться, и уже через 12 минут он был принят на борт вертолета службы спасения. В октябре в небе над Чечней было потеряно сразу 2 машины. Утром 3 октября пропал штурмовик Су-25. Сигналов бедствия аэродром так и не получил. На следующий день над Урус-Мартаном был сбит самолет Су-24, отправившийся на поиски первого. Самолет был поражен ракетой из переносного зенитного комплекса российского производства. Машина, охваченная пламенем, потеряла управление. Экипажу пришлось катапультироваться на малой высоте. Командирский парашют не раскрылся. Позже тело офицера было обменено на трупы боевиков. Второй член экипажа, штурман Сергей Смыслов, уцелел. 3 недели он пробирался к своим, но в одном из селений был захвачен ваххабитами. Разжег костер небольшой. Только начал засыпать, согрелся. И тут сразу быстро откуда-то люди выскочили. 3, потом еще 4 с автоматом, бородатые. Сразу меня... Ну, я лежал, автомат под головой, он заржавел уже, не передергивался, ничего, уже ничего не мог сделать. Смыслова переправили в Грозный. Его не били и почти не допрашивали. Летчика берегли для публичной казни. 7 ноября, да, там какой-то у них праздник был. Назначена была казнь уже там публичная. И там хатаб должен быть присутствовать, что-то. Ну, вот это они мне рассказали. Однако в этот день авиация нанесла мощный удар по городу, и акция была отложена. Это дало возможность провести спецоперацию по спасению летчика из плена. Военные не раскрывают детали ее подготовки, но говорят, что серьезную помощь им оказали жители Грозного, чеченцы, лояльные федеральным силам. В ходе операции были убиты 4 бандитов, удерживавших российского летчика, и были ранены 2 чеченца, входящие в группу по освобождению заложника. Ольга Пастухова, программа «Вести». А сейчас на прямой связи со студией «Вестей» из Моздока наш корреспондент Александр Сладков. И мы рассчитываем узнать у него новые подробности об обстоятельствах падения бомбардировщика Су-25 и о судьбе его пилота. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Ольга. Саша, могли бы вы все-таки прояснить нам картину, что произошло с нашим бомбардировщиком? Где он упал? Почему? Его сбили чеченцы? Или действительно возникли какие-то технические неполадки? И что сейчас с летчиком? Вся эта информация не вполне широко освещается здесь. Почему? Потому что идет разбирательство. Но совершенно точно ясно. И информацию, которую я выдаю сейчас, она поступила к нам не только из официальных, но и из неофициальных источников. Су-25 штурмовик попал в аварию по техническим причинам над горной частью Чечни. Летчик катапультировался, и самое главное, из тонкостей, которые сейчас окружают все это дело, ясно одно. Сейчас только что к нам подошли летчики и попросили передать, что настроение самое оптимистичное, и они подчеркнули, что они надеются только на благоприятный исход, и что они имеют для этого все основания. Ольга. Саша, скажите, пожалуйста, все-таки технические причины, вот это очень, знаете, непонятная фраза. Технические причины могут быть и в случае попадания снаряда, скажем, в самолет. А что-нибудь по этому поводу, какие-то намеки военные делают, или они вот просто ограничиваются этими словами? Техническая причина и больше ничего? Намек только один. Технические причины, которые связаны с ведением боевых действий этой боевой машины в небе над горной частью Чечни. Ольга. Угу. Александр, вот еще одна информация. Сегодня агентство «Франс Пресс» со ссылкой на наших военных сообщило, что войска взяли под контроль Старопромысловский район Грозного. Так ли это и где вообще сейчас проходит линия фронта?
неподтвержденная информация, хотя, вероятно, может быть, это и правда. Здесь журналисты, которые базируются здесь, в Моздоке, об этом не знают. Грозный окружен, и была информация, что один из рейдовых отрядов мотострелков России сделал бросок в сторону Минутки и обратно, знаменитой площади Минутки. Это тоже может соответствовать действительности, потому что район аэропорта Ханкала, именно который под контролем федеральных сил сейчас находится, он прилегает к тому направлению, которому принадлежит знаменитая площадь Минутка. Город блокирован. По информации пресс-центра объединенной группировки, боевики сейчас прощупывают возможность отхода через подземные коммуникации Грозного и укрепляют одновременно свои позиции в центре чеченской столицы, а также в районе аэропорта Северный. Это уже на северной окраине города Грозного. Ольга. А Саша, если я вас правильно поняла, под контроль Ханкала была взята именно сегодня? Некоторые части российской армии стояли вблизи Ханкалы уже долгое время. И вот буквально недавно был совершен бросок, и федеральные силы овладели той территорией, на которой в прошлую чеченскую кампанию размещался штаб федеральных сил. И сейчас, по последним данным, там находятся российские войска. Ольга. Саша, есть ли данные о потерях? Данные о потерях, вот недавно только командующий сказал, что он не собирается скрывать данные о потерях, но сейчас они суммируются и будут представлены чуть позже, вероятно, по итогам за неделю. Ольга. Ну что ж, Александр, спасибо. А нашим зрителям я напоминаю, что на связи со студией Вестей был наш корреспондент Александр Сладков, и он сообщил последние данные о том, что происходит сейчас в Чечне. В чеченской столице, по данным Минобороны, пока остается около 2000 боевиков. И сейчас они, как вы слышали от нашего корреспондента Александра Сладкова, разрабатывают планы выхода из города. Как один из основных вариантов, главари бандформирований рассматривают уход из Грозного через подземные коммуникации. Для этого бандиты силой заставляют мирных жителей расчищать канализационные шахты, а также запугивают простых людей, чтобы оставить их в городе в качестве живого щита. И это одна из причин, по которой массового исхода мирных жителей из Грозного пока не получается. Сколько мирных жителей сейчас находится в Грозном, точно сказать никто не может. По данным западных агентств, от 15 до 30 тысяч человек. Однако глава горсовета Грозного Саидали Умалатов утверждает, что в городе осталось не более 10 тысяч мирных граждан. Как бы там ни было, но массового исхода из чеченской столицы не произошло, как того ожидали федеральные власти, которые предоставили специальные необстреливаемые коридоры для выхода из города. С 6 декабря Грозный покинули лишь 2000 человек. Люди идут по двум коридорам – северному и южному. Они ограничены во времени. У них есть только 7 часов в день, чтобы успеть выйти из города. Именно столько времени федеральные войска могут гарантировать жителям безопасный проход. Путь не близкий, а потому с собой берут лишь самое необходимое. Я сегодня выехал с Грозного, значит, в районе Волган-Юрта, блокпост, нас там встретили. Приехали за нами, значит, за беженцами, с машиной. Те, кто вышел, говорят, что в городе осталось еще много мирных жителей, которые прячутся по подвалам. Одни не хотят бросать свои дома, другие, старики, инвалиды, больные, просто не в состоянии этого сделать. Есть там много. Большинство русские. Чеченцы выходят, откуда их, кто их вывезет оттуда? Ваши же там остаются. Старые, которые не могут выехать. Российские военные опасаются, что оставшиеся в городе люди будут использоваться бандитами в качестве живого щита. Есть данные, что под страхом смерти боевики заставляют жителей очищать городские канализационные шахты и рыть тоннели выхода из Грозного. Бандформирование готовит для себя отступные пути.